Всем привет, дорогие друзья! Долго уже я не брала камеру. Все время некогда еще было. Работы очень много. Вот. И сегодня я собралась сажать чеснок. Октябрь месяц уже. Посмотрела в интернете 5-6, значит, получается, благоприятные дни. Вот. И решила сегодня посадить. У нас сегодня показывает 3 градуса тепла. 3 градуса тепла. Уже с утра был дождь со снегом. Очень прохладно, холодно, можно сказать даже. Вот. Все, погода у нас. Теплые дни прошли. Началась осень. Такая осень уже со снегами. Вот. Скоро и выпадет полностью снег. Это уже не за горами. Вот. Так. Умка у нас лает. Да. Просится на прогулку. Вот чеснок посажу и отпущу. Пусть побегает. Значит, землю я уже, не я, а Раиса Ивановна уже подготовила. Все вскопала. Вот. Ну и будем, сейчас поправлю немножечко и будем сажать. Погода такая неприятная, холодная, морозная уже. Ну, 3 градуса, конечно, это уже не тепло. Очень ветрено сегодня тоже. Вот. Но чеснок надо посадить. У меня здесь в миске приготовлено. Но крупный чеснок уже взяла тоже на посадку. Навоза у меня нету. И решилась в этом году посыпать я универсальным удобрением ому для чеснока. Вот взяла. И фосфор. В этом стакане все перемешала. И это все сейчас высыпаю на грядки. Я, конечно, в этом не очень-то и разбираюсь, если честно сказать. Никогда еще таким методом не пользовалась. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Надо же когда-нибудь попробовать. А теперь будем сажать. Сегодня я надела перчатки. Руки мерзнут. И вот так пальцем помогаю, надавливаю на чеснок. И вот так сажаем. В каком-то году я вот тоже долго также что-то не смогла посадить, а потом такие заморозки были. Земля замерзла. Я вышла, чтобы посадить. И у меня даже палец не вошел в землю. Вот. И после этого уже теплой погоды не было. И потом весной, и осенью потом так и не посадила.
Сейчас пока земля мягкая еще. Заморозков таких еще не было. Ну вот уже заканчиваю посадки чеснока. Руки что-то замерзли, хотя и в перчатке. Земля холодная. Прямо в точь-точь. Ну как надо. Все. Прямо в точку попала. До единого посадила. И все. Хватило. Ну а теперь я подготовила здесь траву, конечно. Сначала травой укрою это все полностью. Ну вот. И готово. Травой укрыли. Вот теплое одеяло. Вот такое одеяло. С чесноком разобрались. Посадили, укрыли. Вот, чтобы не замерзло. А я, наверное, зайду да что-нибудь испеку. Давно уже ничего не пекла. Что-то уже очень больно хочется. Такого вкусненькой выпечки. Ну и руки, конечно, замерзли. Холодновато. 3 градуса. Это, конечно, тоже уже такой морозец осенний. Погода совсем осенняя. Вот. На деревьях могу показать еще у нас листья еще не полностью не выпали. Вот. На деревьях листья еще есть. Ну и пасмурно сегодня у нас. Погода пасмурная. Матумку надо выпустить, чтобы пробежалась немножко на прогулку возле дома. А я сама, наверное, все, захожу домой. Захожу. Нет, еще. Мне еще надо... Забыла. Я же говорила, что убрать мне надо георгины с теплицы. У меня там георгины, луковицы. Луковицы надо еще убрать. Вот занести. И уже потом что-нибудь, да, выпечку сделаем, приготовим. Вот уже вечер. Днем я была на улице, во дворе. Чеснок сажала. А сейчас будем делать выпечку из творога. Ну, поздороваюсь, друзья, и я с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Как говорится, вторая часть нашего ролика. Это уже здесь на кухне Маша делает выпечку. После того, как замерзла она, сегодня на улице сильно, у нас очень холодно. Ветер очень сильный. Слякотная осенняя погода ужасная. Маша закончила там свои дела. И что же она сейчас будет выпекать, вкратце расскажет. Из чего, какие составляющие этой выпечки. Так, значит, у меня здесь на столе в миске уже 400 грамм творога я взяла. Вот такого рассыпчатого. Для выпечки это нормально. Так, потом у меня здесь лежат 3 яйца. Сахарный песок 3 столовые ложки положила. Манку 4,5 ложки. Значит, разрыхлитель чайная ложка. Соль 0,5 чайной ложки. Возьму, значит, 2 столовые ложки сметаны. И здесь тоже у меня приготовила изюм 60 грамм. И здесь еще сахар, щепотка ванилина. Да, щепотку ванилина еще добавила. Разбиваю яйца. Ну, короче говоря, делаем такое тесто. Выпечка такая. Это не, ну, я не знаю, можно ли назвать эту выпечку запеканкой, но скорее всего выпечка, потому что вместо муки у нас пойдет манка. Манка тоже самая, тот же самый хлеб, как говорится, только другого помола. Так, размешиваем.
Так, сюда добавляем сахар. Высыпаю сахар с ванилином. Так, соль. Так, добавляем сметану. Ну, вот таких с горкой ложку. Горки мощные, я смотрю, да. Там не жалела сметанка. Так, вкуснее будет. Чтобы манка у нас могла набухнуть. Творог, чтобы был не такой сухой. Вот. Мы же сюда сейчас добавим манку. Так, добавляю разрыхлитель. Ну, у меня здесь чайная ложка разрыхлителя. Вот. И сюда добавляем уже манку. Все это размешаем и потом оставим на 20 минут, чтобы манка у нас набухла. Ну, 20 минут, друзья, это немного. Сегодня у нас будет чаепитие с таким вот пирогом. Творожным пирогом, можно сказать. Откладываю в сторонку и будем ждать 20 минут. Для вас это быстренько пройдет, друзья. Раз и готово. У нас, значит, 20 минут прошло. Раз и готово, как мы обещали. Да, вон такое воздушное тесто получилось. О, манка так набухла, да? Да. И сюда вот сразу добавляем потом изюм. Ну, все это размешиваем. Можно, друзья, как уже раньше Маша сказала, что можно добавить еще немножко курагы. Но, если честно, я не очень люблю курагу в пирогах. Я вот компот из кураги очень люблю. Я люблю просто жевать эту курагу. А вот в пирогах не очень люблю. Маша, думаю, тоже так согласится со мной. Давай. Да. Вот. Ну, мы просто вот добавили изюм. Так, у меня вот такая форма маленькая. В диаметре 20 сантиметров. Мажем маслом сливочным. Между тем, друзья, у нас там согревается духовка уже, включена духовка на 180 градусов. Ну, это все мы сейчас кладем в нашу форму. Вообще, друзья, творожная выпечка, она всегда супер. Всегда на ура заходит. Что сочники, что печенушки из творога, что запеканки, что пироги. Ну, всяко разное из творога можно делать. Помнишь, мы сочни делали не сочники, а сочники, как картофель, сочни, как картофельные сочни из творога. Нас наша подруга научила и так понравились. Я говорю, вот из творога все замечательно получается. Вот. Я вот боялся, что сегодня у нас творог не такой зернистый, а оказалось, что это нормально. Это для пудинга нужен быть, чтобы вот такой, как однородное должно быть, однородная масса. А для выпечки, для печенья... Зернистый нормально будет, да? Да. Ну, такой не крупнозернистый, конечно, творог. Ну и, если честно, это не домашний творог. Домашний творог, он совсем другой. Помнишь, Маша, домашний творог? Домашний творог свой, конечно, вкусный. Сейчас духовка еще не согрелась, да? Да. Ну ладно, через секунду отправим. Согреется и отправим. У меня здесь масло осталось. Я просто и кладу вовнутрь. Ну, это еще вкуснее будет. Как говорится, маслом ничего не испортишь. Так, отправляем, значит, в духовку. У нас духовка на 180 градусов.
поставлена. На середину, да? Да, и кладем на середину. На 45 минут. Ну, это будем уже смотреть, как у нас будет готовиться. Пока печется, друзья, наш пирог, немножко поговорим с вами, друзья. Ну, не 45 минут, конечно, будем разговаривать, но небольшие такие, ну, в общем, пообщаемся. Ну, сегодня, как говорится, действительно такой заключительный день. Сегодня даже, ну, огородных дел. Сегодня даже снег шел. Снег с дождем был. Да, снег с дождем такая, у нас называется это шляча, или как называется такая, по-русски не знаю как. Ну, вот такая снег с дождем, да. И действительно уже все там на огороде, Маша уже все там делала. И укрыла рябину, и смородину, и вишни укрыла, и что-то там еще сегодня. Чеснок сажала. Очень много кое-что дел переделала Мария. Вот. А я хочу спросить, вот как тебе этот год такой, сезон 2024 с весны по осень? Вот как ты считаешь, нормально прошел сезон? Я знаю, что кукуруза немножко подвела, вот по моему мнению. Кукурузу вот так и не приготовили. Надо бы приготовить. Там початки Ну, мало, какие-то да. мало есть. Вот надо приготовить, конечно, обязательно. А так что могу сказать, что лето удалось хорошее. То, что посадила, все выросло. И в теплице, и на огороде. Урожаем, как говорится, я довольна. И картошки тоже в этом году много. Вот. У всех это я знаю, что у всех картошка есть в этом году. Вот. Ну и у меня, значит, в этом году и в теплице, как говорила, что все много и помидоров. Кто-то говорил, что помидоры с огурцами не растут в теплице. Но у меня, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, все выросло. Новая теплица, как говорится, не подвела, да? Да, новая теплица не подвела. Под управлением Маши. Под управлением Маши. Все выросло, да. И дыни, у меня урожай дыни в этом году тоже было очень много, вот 12 штук. Тоже сладкие, вот спелые, сладкие. Вот Очень медовый вкус такой, вкусный, сладкий. немножко я про эти дыни. Я так удивлен, друзья, что эти дыни сладкие. Они прям вот сладкие, как сгущенка. Очень сладкие дыни. Маленькие, но сладкие. Прям и аромат такие, ароматные. Именно вот покупаешь вот южные дыни, да? Они же ароматные такие, настоящие, когда с Бахчи привозят. Ароматные такие, когда режешь. И вот эти тоже не уступают, вот, что по сладости, что по сочности, что по ароматности. Нисколечко не уступает. Только размером чуть поменьше. Ну, такие же спелые, вкусные, сладкие. Ну, потому что, наверное, или сорт такой, наверное, для где-то, ну, наверное, адаптированный к северным условиям. Они маленькие вот чуть-чуть, но на вкус вообще замечательно. Я вот очень желаю, чтобы Маша на следующий год еще раз эти дыни тоже такие посадила. Ну, я в этом году еще купила арбузы, семена арбузов. В следующем году хочу посадить и дыни, и арбузы. Так что надеюсь. А томаты у нас еще наша подписчица Татьяна отправляла семена, их очень еще много. Очень много, да, сортов. Очень много сортов. Да, очень вкусная, оказывается, и груша тоже очень вкусная, мягкая, сладкая, как говорила. И черная кровь тоже так же, вот она как спелая дома полежала, спелая, созрела, тоже такая же, мягкая же тоже. Так что... Татьяна, большое вам спасибо за ваши семена. Очень-очень плодовитые оказались, особенно цыпленок и вот этот... черная груша. Очень много... Черри, цыпленок, черная груша и карамелька. Карамелька вообще изумительный сорт на вкус. Очень вкусно. Ну и остальные сорта, вот там сибирский скороспелый был. Но мне лучше всего, вот как по мне, понравилась вот карамелька и цыпленок. Они такие с нежной кожицей и сочные, вкусные какие-то, я не могу сказать, как
но мне очень понравились. Вот карамелька, цыпленок. Карамелька, она такая высокая, но плоды маленькие. А вот цыпленок, он маленький такой, маленький. Но там очень много плодов. Очень много плодов. Завязи очень много было. Вот. Ну и, конечно же, это согласен, наверное, и вы, друзья, согласитесь, что не без Маши это все получилось. Маша очень ухаживала за этими помидорами, за теплицей новой. Не зря мы покупали и, как говорится, до сих пор вот скоро снег пойдет, а у нас еще созревают, где-то, наверное, примерно такая большая миска созревает за сутки. Красивые помидоры такие. Темная груша, она такая красивая тоже, когда созреет, такая красноватая становится. Темно-красная, да? Бурая какая-то. Ну, такая. бурая. Вот. Ну, а как насчет других там морков, свекла? Свекла, конечно, у меня средняя была. Морковка тоже не очень такая крупная. Но вы смотрели, наверное, там на видео. Половина мелкая, половина крупная. Ну, как-то наполовину. И свекла тоже самое так же. Но не слишком крупная, это даже лучше. Потому что у Раисы Ивановны были вот такие. Да. С этим, конечно, Внутри они белые. Да. Да? Ну, потому что Бледные такие свекла тоже не очень вкусная. У меня все в среднем размере, средние. Ну, в общем, я так понял, что летом ты очень довольная. Да, Этим летом. Ну, про дикоросы тоже ничего плохого не можем сказать. Морожки, правда, мало было, но тоже было. Тоже была морожка. Мария собирала там, нашим друзьям даже отправили немножко. Вот. А было черники очень много, было брусники немало. До сих пор люди брусники собирают. И клюкву море. Даже не море, а целый океан. Люди собирают, ну, деревенские, это же хлеб. Это на целый год заработок. Некоторые по 300 тысяч собирают эту клюкву, некоторые побольше даже собирают. Вот. Вот зарабатывают это. К сожалению, уже мы не можем так зарабатывать, собирать эту клюкву. Только чисто, даже клюкву в этом году мы и не собирали, потому что клюква у нас остается, а вот бруснику заготовили. Маша сделала, вы тоже видели, как мы заготовляли бруснику. Ну и грибы, соответственно, только не смогли собрать на сушку грибы. Да, что-то времени не было. Ну, никак было съездить. Да, все время начали. Ну как потом? Маша же не может, она... Тут надо не просто раздвоиться, а раздесятериться, наверное, чтобы Маша везде успела. Вот. Ну, у нас еще немножко есть запасы сухих грибов. Прошлогодние. Да. Нам этого хватит до следующего года, думаю, хватит. А не хватит, мы достаточно заморозили. Свежие еще. Да, свежие. Вот. Ну, в принципе, вот такое лето было и такая замечательная осень. Погода была и летом хорошая, вот начало лета подвело немножко, поэтому кукуруза у нас подвела. А так потом лето было замечательное, а сентябрь какой был красивый. В сентябре погода вообще Да. была замечательная, безветренная. А Такая погода даже летом не такое да. было, все говорят. Летом ветер, а в сентябре вообще лето. Бабье лето Жаркое. вообще шикарное было, прям вот босиком. Даже некоторые купались. Как мне известно, сказали, что ходили купаться в сентябре. Вот так, друзья. Север наш такой, иногда и чудит. Вот. Ну а сейчас, конечно же, время уже к зиме идет. И мы тоже все делаем, чтобы готовимся к зиме. Ладно, ждем пирог наш. 45 минут прошло. 45 минут, но ароматно. Очки запотели. Жаром пыхнуло прямо из духовки. Аромат дома, ой, друзья, вкусно. О, смотрите, какая красота. Зарумянился, да? И не треснул. Видите, кусочки масла, куда наша
положила, вот такие ямочки образовались. Красота, Мария. Будем ждать остывания. Конечно. Сейчас откроем эту форму нашу, пускай быстрее пирог наш остывает. О, ну, смотрите, с боков все тоже зарумянилось, ничего не сгорело, ничего не подгорело. Красота, друзья, во! А смотрите, какая красота. Красотень. Маша, я чай хочу. Да. И потом со сметаной будем кушать. Время чё, друзья? Приступаем к чаепитию. Сейчас Маша разрежет нашу выпечку творожную с изюмом, и мы будем чаевничать. Что у нас там? Ну, думаю, все пропеклось. У нас она днище формы, мы с днище формы и не убрали, но там еще. Тяжело убрать. Ну, короче, Маша решила, что надо, говорит, перевернуть и снять все-таки днище, потому что, говорит, неудобно ножом потом. Сейчас это все мы покажем, ничего не будем утаивать. Какой есть, такой и есть пирог наш. О. Вот снизу такая. О, еще пар идет. Да. Говорят, неудобно. Ну, резать, когда режешь, она плохо получается. Не ломай такую красоту. Успели разрезать там чуть-чуть, но... А теперь надо перевернуть. А это проще пареной репы, как говорится. Раз и готово. Вот. Вот так. Не прошло и 5 секунд, как снизу у нас пергаментную бумагу убрали. Пирог уже разрезан. Маша разрезала. И сейчас будем показывать и кушать. О, смотрите как. Все пропеклось. Красота. Изюмчик там. Ну и никаких зернистостей от творога нету там. Все пропеклось. Посесть не дает манка. И пирог, и запеканка как бы в одном, да? Получается, что ли? Вот такой разрез. Красота. Сейчас будем чаевничать. Намажем сметану. Маша сметану-то не упустит. Творог любит сметану. Да. Каша любит масло, а творог любит сметану. Да. И будем пробовать. Сейчас вердикт скажет Мария Олеговна. Тает? Так, вкусно. Изюм дополняет такой сладковатый привкус, еще дает. Здесь у нас ванилин. Все в перемешку. Вот изюм и ванилин. И это вообще такой вкус необычный. Очень вкусно, очень нежно. Так что и получился пирог на славу. Ну, не осел такой, да? Поднялся. Ну, Маша как умляется, я тоже, я не железный, у меня полный рот слюней, как говорится, я тоже хочу кусок
от руки Маши попробовать. Ну и кирьялы. Сам пирог, да? Рассыпчатый. Такой какой-то вот во рту прям рассыпается. Ну это разрыхлитель, наверное, дает о себе. И манка такая. Манка, да. Манка. Манник-то он тоже рассыпчатый бывает. Давайте, Мария Олеговна, угостите Сергея Ивановича. Это такая запеканка вкусная, так что советую. Очень быстро делается, быстро готовится. И вкус такой нежный, сладковатый, с изюмом. Можно и курагу, конечно, тоже. Но вообще изумительное тесто, изумительный пирог. Так что советую приготовить. Дождался, друзья. Я уже замолчал. Уже не надеялся. Угу. На вроде манника, но не манник. Вкусный. Еще хочу. У меня второй глаз хочу. Вообще вкусно. Пирог не сухой. Ой, Это масло, наверное, дало тоже сочность. какое масло. Сливочное масло дало сочность в пироге. Его немного мы положили. Что сказать? Угу, тескали. Очень тескали. Вот поистину замечательный у нас, так сказать, вечер получился после трудового дня. Я еще. Я чавкаю, друзья, но это вкусно. Уверен, если вы приготовите, вам тоже понравится. И количество сахара так в меру, не приторная и сладость, очень вкусно. Маша, я тебе сразу дарю тебе 1 000 000 нравишек и 1 000 000 поцелуев от меня за такую вкусную выпечку. Спасибо большое. Очень сочная. Ну, мы продолжаем, друзья. А у меня тут чай еще, продолжаем, говорю. Я еще чай-то, у меня чай Москва, видать, конечно. Такой слабенький. Вот. Будем, ну, как говорится, продолжаем чаепитие. А потом уже, я уже не буду на камеру чавкать, а в свое удовольствие уже своими руками буду угощаться этим пирогом. Как могу и как не могу, но зато своими руками. Пробую всегда с рук хозяйки Машеньки. Вот. Побольше сметаны накладываю. Приятного аппетита, Машенька. Спасибо. Покушали, выпили чай. Все было очень вкусно, очень нежно, очень сочно и такой мягенький. Вот. Нежный. Нежный, да. Ну, друзья, на этой вкусной ноте закончим наш ролик, заканчиваем это видео. И пожелаю вам добрых рассветов. Встречайте рассветы, встречайте, и пускай они всегда будут вкусные. И после этих рассветов, чтобы всегда вам хотелось испечь что-нибудь вкусное, приготовить для своих родных что-нибудь вкусное, угостить их и самим угощаться этими вкусностями. До новых встреч, друзья. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А эту выпечку, друзья, рекомендуем. Готовьте, вам понравится.